ритм и чувство хорошее, растяжка есть, там гибкость и так далее, все есть. Но проблема в том, что рост еще неизвестно. Я любил все-таки выделяться. Наоборот, у меня вот первая партнерша, она была как бы типа меня вытаскивала. Каждый день одно и то же. Можно с ума сойти, мне кажется. Я за кулису ухожу и просто падаю. Ну, вы точно знаете, кто я? Не такие, да, знаем. Сказали, мы вас приглашаем ведущим артистом. Сразу ведущим. Но никто не подходил. Еще бы год хотя бы посмотреть, смогу ли я. Но я сейчас думаю, нет, наверное. Ой, почему у меня все так хорошо? Сарел, очень рада тебя видеть в нашей студии. Мы сколько с тобой созванивались, переписывались. Всегда ты то уезжаешь, то тренировки, то гастроли. И рада то, что в свой выходной единственный ты нашел время для интервью. И, насколько мне известно, это первое интервью твое. Да. Угу. Как ты думаешь, почему у тебя ни разу не брали интервью? Только вот на сайте на каком-то я увидела одно интервью, да, и в основном какой-то инфоповод идет, какая-то постановка, спектакль, и просто спрашивается, кого ты будешь танцевать, куда ты собираешься уехать, только такие вопросы. А вот о тебе, как о человеке, об артисте, который прошел свой путь, такого интервью нет. Я не знаю, видимо, особого такого интереса не вызывает для вот сейчас поколения, что искусство надо писать. Это вопрос больше к журналистам. Камень наш Так, да, обычно пишут, когда я то ли куда-то уезжаю, или вот я приезжаю, или что-то выигрываю на каком-нибудь конкурсе. Что-то вот такое вот только пишут. Когда появляется какой-то информационный повод. Да. Ну, а к этому мы вернемся, да, о том, когда о тебе очень много говорили, когда ты уезжал, да, как же якутский балет без Сарела, и очень много говорили, когда ты вернулся, да. Очень много и разговоров было, и сообщений было, и комментариев, об этом мы поговорим чуть позже. Хотелось бы узнать, вот твой выходной, как он проходит? Ты вообще часто отдыхаешь, любишь поспать? Мой выходной, он проходит, да, практически я вообще из квартиры не выхожу. Но я люблю выходить на природу, там, аренда домика, не знаю, можно на шашлыки, с друзьями встретиться, в кино сходить. А так я стараюсь, да, отлежаться полностью с утра до вечера дома. У тебя много друзей? Не знаю, как у кого, но много, наверное. А настоящих, которому ты доверил свои тайны? Ты вообще открытый человек? 50 на 50, наверное. Не раскрываешься? Особо не раскрываюсь. Тебе нравится то, чем ты занимаешься? Балетом я прям наслаждаюсь и живу. Реально я живу этим 24 часа. Ну, давай начнем сначала. Насколько мне известно, в балет тебя привела мама. Да? Дальше как история развивалась? Ты сам пришел, не хотел заниматься, да? Или тебе это нравилось, или ты был послушным мальчиком и решил дойти до конца, окончить училище и так далее. Мама, мы ходили вообще вот в деревне, кружки разные. И она заметила, что мне понравилось ходить в кружок танцевальный, ансамбль. И потом мама всегда хотела, чтобы кто-то из их детей занимался искусством. Да, нас 4 детей. Все-таки это было желание мамы? Желание мамы. Кто-то из детей занимался искусством. Старший брат она отдала вначале музыкальную школу, виолончелем заниматься. Сестру она отдала вот такой тоже кружок, хореографический, студию. Они, получается, бросили, не захотели дальше развивать это. Меня ей посоветовали, есть балетная школа, потому что сказали, у меня есть данные.
для балета. Но в то же время очень многие наши артисты балета ездили по улусам, по селам, смотрели, отбирали детей. Прям, по-моему, 86-87 год прям активно они ездили. Также тоже приехали в вашу Нет, деревню? в нашу деревню не приехали. Мама хотела отдать город Покровск, но там работала выпускница этого училища. И она сказала, лучше отведите этого ребенка в город. Пусть они там посмотрят. И мы приезжаем, мы проходим этот тур, и говорят, у него все в порядке. Ну, как все в порядке? Музыкальность хорошая, ритм и чувство хорошее, растяжка есть, там гибкость и так далее, все есть. Вот. Но проблема в том, что рост еще неизвестно. Вот. Как бы они смотрят на родителей, а родители у меня невысокие, и... Ну, посмотрим. Питали надежду, что ты вытянешься. Вот. И потом они сказали, все, мы берем его. Мама, тогда мы, когда в машину сели, мама у меня спрашивает, ну, маму еще испугали, они сказали, что это травмоопасно, что они будут поднимать живой вес. И она у меня точно спрашивает, ты точно хочешь этим заниматься? Я тогда ей сказал прям, да, я точно хочу заниматься. Это когда ты прошел отбор? Да. Дальше учебный процесс, это очень сложный процесс для ребенка. Я не знаю, мне прям сложно не было такого. Такового вообще не было сложно. Вот сейчас я прям смотрю на свое прошлое, и я любил все-таки выделяться. С детства? С детства. Вот в классе, когда мы занимались вот танцами, то мне хотелось все время стоять в центре, на первой линии, быть лучшим. Не хотел танцевать общие танцы, я хотел танцевать только сольно. И это вот характер, этот, мне кажется, мой по природе. И он меня вот вытащил вот так вот. И помог проявиться. Да, помог проявиться. Но тем не менее, ты в жизни такой скромный, тихий. Я больше чувств проявляю в танце. Через танцы? Через танцы, да. Ты станцевал все партии, которые хотел? Или же есть еще постановка, спектакль? В театре у нас я все станцевал. Да, все. И вторые роли, и первые роли. Все станцевал. А вот этот такой вопрос. Спектакль, которым бы ты хотел себя проявить, станцевать лучшую свою роль? Она уже сбылась. Моя мечта «Спартака» была станцевать. И я его станцевал. Балет — это все-таки девушка, балерина, да? Это лицо российской культуры, российского искусства, да? Визитная карточка России, мы все смотрим. Вот я даже в детстве была, тоже мечтала стать балериной, и, наверное, очень многие тоже мечтали стать балериной. И мы как-то не обращали внимания на мужчин. Ну, с появлением там Барышникова, там Нуриева, Герасимова, да, по-моему. Годунова, да, стали уже обращать внимание на мужчин. Да? И наш любимый, вот при доверительной беседе мы с тобой говорили, Цицкаридзе, да, который славится своими цицкаризмами, сказал то, что хватит, довольно, да, все будут смотреть на меня. И действительно стал перекрывать партнерш, да, потому что действительно он выдающийся артист, прекрасные данные и очень характерно передает, конечно, каждый свои роли. В твоем случае якутский зритель тоже увидел тебя. Не партнершу, да, больше говорят о тебе, и больше твое имя вписывается, допустим, там в афише, да, если танцует, исполняет Сарел Афанасьев, то это хороший спектакль, туда надо идти. Ну, мне очень приятно. Нет, я все равно все-таки отношусь к тем людям, которые надо красоту девушки передать, показать. И она будет на переднем плане. Я ей покажу, как она все, что может, и я ей помогу все полностью сделать. Но я тоже не спрячусь за ней. Мы все равно находимся почти наравне.
Но я его никак ее не буду как-то ее закрывать. Нет, не так. Перетанцовывать. Не могу так. Интересно, а мы же не знаем, что происходит за кадром. У тебя постоянно одна партнерша, по-моему, уже третья, да? Нет? Третье. Да, скорее всего, третье. Мгм. И вот когда идет смена партнерш, как вы находите, притираетесь, наверное, как в отношениях, да? Потому что нужно станцеваться. Ну, вот правильно станцеваться, синхронизироваться, контакт найти. Чтобы это был как единый Ну, организм. ты Потому что это сравниваешь, первая партнерша все-таки была лучше. Ну, сравниваю, конечно. Но наоборот, у меня вот первая партнерша, она была как бы типа меня вытаскивала. Она меня учила, как нужно, как обращаться, как держать. Да? Я все время так. Угу. А тут, получается, я уже девушек ввожу в спектакль. Да, и стараюсь тоже прислушаться. Ну и показать их хорошие стороны. Только так. Мгм. А недопонимание бывает? Стараюсь вообще уходить с этого вот негатива всегда. Конфликтных ситуаций? Конфликт ситуации я вообще стараюсь не создавать. Слушай, готовясь к интервью, я задумалась о том, что, господи, это же так сложно. Каждый раз выходить, ладно, там репетиции, бесконечные тренировки, да, прогон вот этого танца, потом отдельных каких-то моментов, все это сводить в танец, потом постановка, да, но это каждый раз выходить на большую публику, и нет права на ошибку. Как такой настрой, как нужно настраиваться? Потому что, допустим, мы в работе, да, делаем хорошо, но мы можем сгладить какую-то ошибку, посмеяться, улыбнуться, да, исправить себя. Если передача там в записи, мы можем смонтировать, а в вашем случае это как каждый раз участвовать в каких-то соревнованиях, там, на Олимпиаде, и все внимание приковано к вам. Так еще и 2 концерта, с 5, с 8 бывает даже. Наоборот, труднее, наверное, все вот эти тренировки, потому что для этого мы и вот последний итог, он должен быть идеальный. Вот все эти репетиции очень долгие. Мы там по 2 недели можем готовиться к одному спектаклю. Каждый день одно и то же. Можно с ума сойти, мне кажется. Не выматывает? Выматывает. И итог, когда я выхожу на сцену, я стараюсь наслаждаться каждой секундой. То, что я вот прям дарить зрителям. У меня вот прям идет, что я должен делать? Я только должен подарить это все, чтобы они насладились. Чтобы они не чувствовали, что это работа какая-то огромная. Они должны просто наслаждаться. Видеть легкость. Легкость. Вот легкость, красоту. И чтобы не казалось им, что это какая-то большая работа, какой-то труд, и вообще никакого пота не было. Вот, и чтобы все это было красиво. Угу. Но также я читала в интервью, по-моему, когда ты танцевал Спартака, тебе стало плохо. Как ты вышел из этой ситуации? А вот как раз это и была репетиция. Вот это выматывающие на репетиции, да. Это был прогон. И закрываются кулисы, и я чувствую, что у меня просто все потемнело в глазах. Я за кулисы ухожу и просто падаю. И пришлось чуть-чуть задержать репетицию. Но даже то, что мне стало плохо, мы все равно продолжаем репетицию. Ничего не поделаешь. Прогон есть прогон. Я знаю то, что в Большом театре, по-моему, заботятся о своих артистах. Они проходят реабилитацию, восстановление. У нас как с этим? У нас нету такого вот, таких вот именно для балетных. Для спортсменов есть. Ну, можем там, наверное. У спортсменов есть, да. А для балетных нету. Для балетных артистов нету. И это тоже такой вопрос. Внутренняя проблема. Да, внутренняя проблема. Угу. Но мы можем, на самом деле, вот как-нибудь связаться, наверное, с ЦИТО, с Москвой, где вот проходит вот Большой театр, артисты балета. Угу. Но это какой сложный процесс, несложный. О перспективе, допустим, да, помечтаем. Что бы ты хотел поменять в балете, в якутском? Я в якутском балете ничего бы не менял, только в хорошую сторону. Потому что я чувствую, как прям развивается наш театр.
наш балет. И я так радуюсь на самом деле. И когда даже зрителями я вижу на улице, и они именно говорят, что как вырос балет. Вот. Ну, ты сами тогда восстанавливаетесь. Мы За свой восстанавливаем, счет. мы восстанавливаемся Мгм. сами. Ну, у нас вообще в театре есть массажист. Да. И сами восстанавливаемся. Мгм. И, ну, вообще, на самом деле, восстанавливаемся как? Ну, надо просто придерживаться питания хорошего, сна хорошего и поддерживать витаминами, и все прекрасно будет. Мгм. Здоровый образ А у жизни. вас же ноги изнашиваются. Суставы, да, Суставы. коленные суставы в основном. Но приходится покупать уколы, ходить к хирургу, чтобы они нам поддерживающие уколы, там хондроитины, глюкозамины, чтобы Это прям ставите в ноги. вовнутрь, да, между суставами. И сколько раз в год так? Там как-то не так, там работает не так, там чуть-чуть уже чувствуешь, что то не то, и опять заново надо. Даже чаще. Да. В год это не И иногда, наоборот, бывает год, где вообще без уколов можно пройти. Тот же Ренат Хон, да, у него была такая большая травма. Очень долго он отсутствовал на сцене. Связки, да, у него Коленные связки. коленные связки. И мы его перестали видеть. Да, появляется очень редко. И ему помогали восстанавливаться? А вот это я вопрос не знаю и не могу ответить. Ну, честно, я не знаю. Как. Мгм. Узнают тебя? Узнают? Мгм. Узнают, фотографироваться идут. Иногда кажется, что они меня с кем-то путают. Ну, я такой спрашиваю, вы точно знаете, кто я? И они такие, да, знаем. Вот даже вот совсем недавно, позавчера, за мной бежали, оказывается, очень долго. А я в наушниках хожу уже всегда. Мгм. 3 милые бабушки. Потом снимаю, кто-то орет мое имя, оказывается, они. Так мило, Выкрикивает. да. Мгм. Тоже очень. Вот тогда они тоже очень похвалили наш Ну, приятно, балет. наверное. Приятно, конечно, очень приятно. Сейчас очень много споров по поводу водить ребенка там, на кружок. Да? Ну, в твоем случае мама привела тебя в балетную школу. Да? Да, она спрашивала, да, она увидела какой-то интерес. И ну, попала в десятку, скажем так, да, попала в цель, что тебе понравилось. И благодаря ее тогда решению, да, мы получили Сарел Афанасьева. Сейчас очень много говорят, не нужно детей заставлять исполнять какие-то свои мечты, которые не исполнились в нашем детстве. И не заставлять ребенка ходить там, в школу искусств, на рисование, в архитектурный, там, заниматься танцами, спортом, боксом, там, вольной борьбой и так далее. Просто нравится тебе, а не твоему ребенку. Сейчас говорят, давайте право выбора молодым ребятам. Пусть они ходят, порисуют, потом потанцуют, да, потом пойдут в гимнастику. Но я того же мнения на самом деле. Чтобы маму приводили или чтобы ребенок Нет, сам? они должны приводить, конечно, но чтобы они попробовали, а потом уже прислушаться к детям. Точно хочет или нет. Понять ребенка. Вот так вот. Но я такого мнения. Но тут, Потому что но тут у меня спорный так момент было. какой? Спорный момент такой, что ребенок, когда находится в постоянном поиске, Ага. да, он не научится добиваться определенной цели и не пройдет тот путь, ну, та же музыкальная школа, тот же танцевальный класс, он же длится определенное время. С какого класса, допустим, ты учился в училище? С 5 класса. С 5 класса. То же самое, рисование, да, музыка. А пока ребенок ищет, он теряет время. Допустим, он мог бы получить разряд по плаванию. Нет, просто ребенок сегодня не в настроении, сказал, хочу рисовать. Я все равно мнение своего. Да, больше, чтобы прислушивались к детям. Потому что мой брат-близнец, у меня же есть близнец, он же вообще не хотел заниматься. А мама тоже хотела его.
у нас тут так вот, а я хочу. А он не хотел танцевать. А его тоже взяли в балетную школу. А он Его сказал, нет, взяли? не хочу. Вы похожи, кстати? Мы не похожи, мы двойняшки. Ну, близнецы, как разнояйцевые. Мгм. Ну, мама его повела тоже. Да, мы вдвоем, нас двоих она повела в школу, в балетную школу. И его тоже взяли, приняли туда, и меня, ну, нас двоих приняли, и мама у него, он сразу отказался, он прям, я не хочу танцевать, и все. Это после какого периода? Как? Ну, сразу на кастинге? Да, он когда узнал, что его повели в балетную школу, он сразу сказал, нет, я не хочу танцевать, мама, я не хочу. Я хочу заниматься спортом. Он занимался вольной борьбой. Да. У нас вот такие вот, мы разные, я балетом, он вольной борьбой. Вообще просто... Интересно. И сейчас у него есть... Он отличился? Он отличился, у него очень много медалей, он много где выигрывал. Но как бы у них тоже очень короткий этот. И он, получается, бросил. Потом в конце у него там со здоровьем плохо там стало. И я думаю, он бы мог продолжить. Угу. И сейчас совсем в другой сфере. А как семья воспринимает то, что ты артист балета? Да, я понимаю, мама радуется, безгранично счастлива. Все радуются. Я прям чувствую, что они все радуются. И родственники радуются, и они прям, где WhatsApp-группа родственники, по-моему, они там что-то, если у меня какое-то там, ну что-то я награду не получу, они сразу просто просыпаются, поздравляют. Родители, они очень рады за меня. Мама прям вообще, она прям гордится, она говорит, семью Афанасьевых, фамилию поднимаешь. Поднимает. Угу. Но я слышала то, что тебе даже работать не дают. Я прихожу домой, мама меня говорит, не трогать его, снег не убирать. Наше достояние республики, говорит. Угу. Слушаешь ли маму? Угу. А на тебе же много есть нельзя, как мамины пирожки и так далее. Ой, это отдельный разговор. Я недавно у них был. Мама, я не знаю, мне кажется, в глазах у мамы всегда худые. Она все время говорит, один нос остался. Я говорю, нет, нормально, мне же нужно прыгать же, мне нужна легкость. От этого, когда у меня вес увеличивается, у меня суставы потом болят же. И она как будто вот, она еще, главное, кормит, а потом такая, ну, пока полежи. Пусть еда так чуть-чуть разойдется, потом придешь, опять что-нибудь готовит. Потом на следующие выходные говорю, мама, я набрал вес. Я говорю, о, джа, опять. Мама неисправима. Если балерина отличается фуэте, да, сколько там, 36? 32. 32, да, это в Лебедином озере, да? Ну, практически у вас таких вот классических везде, да. Везде 32 фуэте делают. 32 фуэте. Даже я специально во всемирной паутине посмотрела 130. 166. 166, немецкая, в Германии, да, балерина на тренировках сделала столько фуэте. Мужчины чем отличаются? Мужчины прыжками, да? Мужчины прыжками, и у них тоже есть верчение, но 16 на сцене. В тренировках тоже можем много сделать. Но вы же не на пуантах танцуете? Мы не на пуантах, мы на полупальцах, и мы ноги не сгибаем, как девочки. У нас получается ровная. Вытянутая нога, и крутимся тоже на одной ноге. Ровно так же получается, но есть музыкальная, как бы, типа вот 16 счетов, и мы должны в них вкладываться. Да. А у девочек 32. Угу. А если дали бы там 32, я бы спокойно сделал бы. Твой максимум? Как бы... Ты на репетициях, твой максимум? Максимум? Я как-то особо не старался максимум сделать. Но 32 тоже спокойно. Ничего сложного нет. Ничего сложного нет в этом. Ну, у девочек, мне кажется, все-таки сложнее, потому что им нужно полностью на всю на косок стать.
Мгм. А у вас на полупальцах. Она у нас на полупальцах. Поговорим о том, с чего мы, в принципе, начинали, о том, что пресса о тебе очень много писала, прям пик популярности, да, сколько не от твоих балетных партий, да, выступлений, о твоем отъезде, когда ты уезжал, очень многие говорили, как так, Сарел Афанасьев уезжает, якутский балет остается без солиста, и что же будет, кто же будет выступать и так далее. А другие говорили, это прекрасно, да, Якутии будут говорить, узнавать, и ты будешь лицом Якутии, и это здорово. Проходит год, ты возвращаешься, да, и тут, как любимые соседи, очень многие стали говорить. Одже, да, я не переводимый на якутском, да, Одже, типа он вернулся, ну, не потянул Москву, там сидел на скамейке запасных и так далее, не дали ему роли. Другие говорили то, что наоборот хорошо, наконец-то, да, якутский балет тоже вновь заиграет яркими красками, и мы будем опять снова наслаждаться красивым танцем, вот этими прыжками Сарыла Афанасьева. Поскольку это твое первое интервью, как было на самом деле? Ну, мы встречались, да, я знаю, как было на самом деле, но давай поделимся с нашим зрителем, каково было. Тебе было сложно. Мне было вначале вообще страшно туда ехать. Мне так резко написали, сказали, мы вас приглашаем ведущим артистом, сразу ведущим. Там ни кардебалет, ничего такого, прям ведущим. В Москву, в столицу, и я такой, типа... Но ты же любишь быть на первых рядах. Я люблю, но это было такой скачок резко туда, и было страшно. Я такой, не знаю, что мне ответить, я такой, надо испытать, попробую. Ответ дал, да. Я полетел туда со страхом. Мне дали сразу же, хотели мне дать золотого башка. Я думал, ну хорошо, начну с таких вот партий со второго плана. Потом говорят, нет, обратно меня позвали, обратно позвал художественный руководитель и говорит, ты можешь все-таки байдерку станцевать? Салора, военачальника. Это главная партия в байдерке. Я такой, хорошо. Такой между хорошо и нехорошо. Потянули я сразу всегда, вот дурацкая штука, когда думать, что как примет меня публика, что они подумают. Ты начинаешь бояться. Да, потому что у меня же не европейское лицо, не европейское тело. А как они воспримут, как азиаты, да, на сцене. Они привыкли к европейцу. Вот. Ну, я сделал этот скачок, я прям горжусь собой. И потом дальше пошли партии «Шелкунчик», какие-нибудь там вставные ПДД. Полгода мне было трудно. Мне эти полгода вообще, даже, скорее всего, даже год, наверное, этот вот сезон. Я очень закрытый человек, я интроверт, и мне не хватало друзей. Я вообще особо никого не подпускал. Хотя, на самом деле, мог бы с ними сам. Они были открытыми людьми, но я как-то закрывался сам. Ждал, когда подойдут? Я ждал, когда они подойдут. Но никто не подходил? Возможно, подходили. Я как-то все равно, видимо, так уходил от разговора. Я так думаю. Сейчас, если так смотреть... Закрылся? Туда, закрылся, ага. Ну, потом, конечно, у меня появились друзья там. А потом, когда полгода прошло, появился новый художественный руководитель. И у него свои стандарты красоты, у него свои стандарты, вот как должен выглядеть артист балета. И меня по чуть-чуть так начали продвигать. И я начал уже маленькие какие-нибудь партии танцевать. А вообще иногда даже месяцами мог там сидеть. И я подумал, что у меня балетный век же короткий же, и мне нужно что-то делать, что-то принять. И вот как раз приезжаю сюда, в Якутск, на отпуск.
и спрашивают, не хочешь ли ты возвратиться. Я на этих эмоциях хочу. Вот. Мгм. Но ты как раз в отъезде и получил заслуженного. Да. Очень тоже много об этом говорили. Ну да, они мне дали, когда я был там. Мне позвонили и сказали, что я заслуженного получаю. Я был очень рад. Это было, ну, так резко. Или я подумал, потому что я уехал, и они решили вот так вот сделать. Я не знаю. Сейчас растет новое поколение. Мгм. Сейчас новое поколение. Вот ты сам сказал, век артиста балета недолгий. Мгм. И кто тебе дышит в спину? Ты уже смотришь? Есть достойные Есть, кандидаты? да. Они мне не дышат в спину. Я им, наоборот, помогаю. Потому что я же знаю, что у меня все равно скоро, ну, как бы, у нас же свой срок есть, срок годности. И я стараюсь, чтобы они там наработали мастерство какое-то, я им даю какие-то советы. Вообще есть мне что передать, наверное. Чтобы они... Ты готовишь себя к педагогической деятельности? Я не готовлю, но я все-таки думаю, наверное, да. Потому что мне есть что передать. И этот какой-то груз, который у меня внутри, вот это вот все, и мне кажется, нужно это все-таки. Ты участвовал, ездил на конкурс в Штаты, у тебя была возможность стажироваться в Австралии, да, насколько мне известно. Почему ты не пользовался вот этими ресурсами, возможностями? Столько было возможностей пройти и пожить там, в других странах, в других городах, когда действительно было и время другое. Не, ну я в Нью-Йорке ездил по конкурсу, а в Австралии я ездил, потому что там школа меня позвала. Ну, потом я сюда вернулся. Ну, это просто школа, это стажировка получается. Да. Но пример того же Нуриева, Барышникова, Годунова говорит о том, что они поехали выступать, там, обмен опытом, и там же остались. Ну, они так захотели. Им больше так нравилось. Но мне здесь хочется. Я хочу здесь развивать балет. До этого же давно же не знали вообще, что на севере есть балет. А сейчас вот все знают. Но ты жалеешь о чем-то. Я подумал, я не жалею, оказывается. Я вообще не жалею. Я передумал. Я почему передумал? Но иногда бывает, что я как будто жалею, но все-таки то, что я делаю, это все. Значимо. Все, я иду правильно. Я не знаю, как-то жалеть и жить прошлым. Просто истории, ну и у нас в республике, и в России у артистов балета, когда они выходят уже на пенсию, и ты говоришь, заканчивается срок годности, как ты говоришь, да, складывается не самым прекрасным образом. У кого сильный личный бренд, у кого вот этот характер, да, они начинают проявляться. Да? Тот же Сергей Полунин, да, пусть и такой хайповый, скандальный, да, в Лондоне танцевал, в Штатах был, да, потом вернулся и чуть ли не начал писать историю сначала, участвуя в каких-то там телевизионных шоу, да, ну и все равно сейчас руководит театром, да, насколько мне известно. Цискоридзе тоже, да, скандально уходит с Большого театра и начинает говорить то, что думает. Причем говорит красиво, складно, обладает прекрасной речью, интеллектом и тоже дают ему право учить детей, воспитывать новое поколение. В твоем случае нету страха, то, что вот история Что я могу потом исчезнуть? Да, закончится. Нет, я вообще не боюсь. Мне кажется, то, что я что-нибудь там мне дадут, или я как-нибудь где-нибудь начну работать, мне кажется, везде там будет успех. Я буду проявляться. У тебя стопроцентная гарантия? Стопроцентная. Я как-то вообще не сомневаюсь. Я не думаю, что я пропаду. А вот этот Москва, осадок, он не оставил какое-то вот чувство неуверенности, что то, что я все-таки там не дожал?
Не доказал И то, чуть-чуть, что... чуть-чуть есть такое, что я Да, не дожал. что ты- Чуть-чуть я бы мог бы на самом деле еще бы год хотя бы посмотреть, смогу ли я. Но я сейчас думаю, нет, наверное. Все-таки. А нету вот этого, да, ну вот, чуть бы еще ростом выше. Ну, Ну это, конечно, у меня это все с детства идет. А что поделаешь? Ну, такой, какой есть. Но в этом не надо замыкаться, потому что вообще обычно вот этих принцев, что в «Лебедином», что «Спящая красавица» и так далее, вот таких вот всегда танцуют высокие парни. Внешность совсем другая. Но таким вот упорством, талантом, скажем, можно добиться всего. Да. Григорович же ставил, да, вам постановкой? Ты участвовал? Григорович, ну, при мне это «Спартак», а до этого он «Ромео и Джульетта» и «Лебединое озеро». А сейчас ты готовишься к Ромео и Джульетте? Сейчас к «Ромео и Джульетта». У нас очень давно не шел, уже 2 года как не шел этот спектакль. И я прям очень соскучился и прям с наслаждением буду танцевать. Что тебя может вывести из себя? Что, какой случай, какие люди, что ты не приемлешь? Когда стараются меня вывести, я не знаю, я закрываюсь, наверное. Я просто ухожу. Или отшучиваюсь. Вот, скорее всего, отшучиваюсь. У меня какая-то такая привычка отшучиваться, улыбаться. И это как в Мадагаскаре. Эти пингвины же есть. Улыбаемся и машем, и все, и уходим. И вот так вот. У меня тоже так же. Ага. Ты держишь обиду? Можешь запомнить какой-то момент? У меня в детстве такое было, наверное, злопамятность. Сейчас нет. В детстве я помню какой-нибудь такой, типа, там девочка что-то не то сделала, и я потом припомню ей. Даже какая-то месть, наверное. Сейчас нет. А когда это пришел такой момент, когда ты понял для себя, что это пустая трата энергии? Нет, а неужели в балете этого нет? Неужели в балете этого нет? Как рассказывает тот же Цицкаридзе в Большом театре, это сплошные страсти. Даже, боже упаси, Волочкова тоже очень много рассказывает. Как бы правды, да? Что борьба за место на главной сцене... На то он и Большой театр. Очень много артистов. У нас и этого нет? они не вмещаются. А у нас? А у нас нет. У нас мало кадров. Нет конкуренции. Конкуренция, здоровая конкуренция. Я не знаю, точно ли там в Большом театре так происходит. Возможно, это просто красивые такие легенды. Ну, даже, точнее, не красивые они, но такие, чтобы тоже хайп какой-то. А у тебя есть конкурент? Или ты один? Тебе уже неинтересно? Ты сам с собой конкурируешь? Я как сам говорят собой сейчас высокопарно, я конкурирую со вчерашним собой. Это есть, это по-настоящему есть. Это вы точно сказали. Со вчерашним я конкурирую, да. Я хочу быть лучше, чем вчера. Это не то, что потому что это вот красиво это звучит. Это реально так и есть. Нет, неужели нет человека, который бы... Он станцевал классно, интересно, да? Так. А я только радуюсь, что он хорошо танцует. Ты же не всегда солируешь. Я не всегда. Я могу выйти и во вторые планы. Я говорю иногда даже, ставьте хоть куда угодно, я все равно буду танцевать. Мне не важен, там, народный или заслуженный. Я все равно там буду. Ну, где место выходит, везде меня ставьте. Я вообще не понимаю, какой-то вот ярлык, который вот... И раз уж ты такой заслуженный, ты должен только какие-то первые стоять. А почему бы не стать кардебалете спокойно? У тебя нет короны? Нет, вообще нету. Вторые планы, третьи планы, они тоже роли. Но главное, чтобы не затмить первые планы потом. Ну, как бы, типа, я буду вторым планом танцевать, а потом как бы солистом. Кто твой самый главный учитель? Мой главный учитель – это основатель балетной школы Наталья Семеновна Посельская. Я был любимчиком, фаворитом.
Ну, а что делать, если я Не виновата я. вечно выделяюсь? На конкурсы водила, на фестивале. Вот она мне все дала на самом деле. Вот все. Она меня слепила с нуля практически. И Но показала когда весь ты мир. любимчик, когда ты постоянно на первых ролях, Мгм. есть люди, которые, на которым ты не нравишься. Мне как-то, мне без разницы. И ты не обращаешь... Вообще не на это обращаю внимания. Но Я тебе делаю там свое дело и... козни не строят? Нет. Один раз, наверное, было. Но это уже на конкурсе. На конкурсе так. Там Подробнее. на конкурсе костюмы, один раз костюм заморали мне перед выходом. Прям фломастером красным. Белый костюм. И пришлось быстренько отстирать. И то, конечно, хорошо не прошло. Это на каком конкурсе? Это конкурс, всероссийский конкурс училищ. Мгм. Мгм. Они о тебе узнали и решили, чтобы ты не прошел. А я не знаю, я так и не выяснил, кто это сделал. Но главное, что вот такие вот козни были. Думали, что как-то это повлияет, что ли, на мой танец. Нет. Мгм. А если бы ты не смог отстирать, ты бы вышел, танцевал бы? Все равно бы вышел. За это баллы все равно не снижают. Но потом бы педагог наругал, что это такое, я бы все рассказал. Мгм. А Они, если- видимо, думали, что у меня как-то потом я расстроюсь и там так далее, как-то с настроя уйду, видимо. Но нет. Как ты относишься вообще к критике? Критики Аудитория? вообще никак. Потому что нас с детства обучают. Иногда мы как роботы, просто без чувств. Нас потому что с детства критикуют педагоги. Нас вечно осуждают, какие мы не такие, и какие мы такие, и сякие. И когда мы выросли, нас как такого нормально. Потому что И люди... ты к этому ровно относишься? Ровно отношусь. Если, потому допустим, что там мы не к можем росту, кому-то... да, могут- Да, мы же можем кому-то понравиться, кому-то. Они тоже правы. У них тоже есть какое-то право, что им не нравится. И это нормально. Мгм. Значит, критиками. И ты также критикуешь своих коллег? Я не критикую, я стараюсь советовать им, как и что можно исправить. Но, возможно, некоторые думают, что я критикую. Некоторые думают, что я строго с ними разговариваю. Но я строг, потому что с собой. И это для меня не строгость. Но это же неправильно, да, оценивать людей. Это я потом тоже Ага. сама поняла, да, что люди бывают разных скоростей. Мгм. И Ну вот, я им не критикую их, я им даю советы. А они думают, что я критикую. Наверное. они не просили эти советы, ты все равно даешь. Нет, они почему-то... Когда просят, только я говорю. Я всегда делаю это, когда именно с просьбой начнется. Потому что человек сам должен это сделать. Мгм. Сам должен. Я не Сарел, ну, прибегу, не скажу там... Ты прям такой идеальный. Нету случая, ты же постоянно танцуешь, ты устаешь. И неужели не бывает там, сегодня я агрессивна, сегодня я вне настроения. Помню, я пришла брать интервью у... Что ставили? «Спящую красавицу», как тогда Хон танцевал. Мгм. И у меня по задумке вот сюжетная линия выстроилась. Юлия Мярина, да? Мгм. Мгм. Юлия дала комментарий, да? А он сказал, мне это неинтересно. Да? Но я его поняла, потому что, может, не в духе, что-то не получается, нет настроения. Не знаю, я не в настроении. Бывает, конечно, я же все равно человек же, не Ну, настроение. я про это. Да, ну... Не знаю, это просто пришло и ушло настроение. Ну как-то можно же быстренько выйти с этого, с плохого настроения на позитивный настрой. Это изи. У тебя бывают проблемы? У тебя есть проблемы? Почему у меня все так хорошо? Не знаю, нет, проблем нет. Идеальный идеал. Мама решает, пирожками кормит, на работе все любят. Все хорошо. Мгм. Ну, каково это тогда быть постоянно на пьедестале и быть избалованным? Ты вообще готов Почему я не суровой- избалованный? к суровой реальной жизни? Готов.
Ну, просто кто-то зацикливается на каком-то, если у него что-то плохое происходит, они зацикливаются. А я беру и пришло и ушло, и все. И зачем все каждый день думать о какой-то вот этой вот проблеме, которая 3 дня назад она или кто-то там сказал, и это у меня так не работает. Если бы тебе сейчас прямо предложили переехать в другой город, ну, допустим, куда ты мечтал, лондонская школа балета. Это Ну, где-то- просто помечтаем. Мгм. Ну или Москва, да, вновь приглашает тебя, твое решение. Я бы подумал, взвесил бы все, потому что у меня уже возраст не балетный, тот, который нужен, мне уже 31 год. Ну, если так помечтать просто, то Вот прямо скорее сейчас. да, чем нет. Да, чем нет. Мгм. Ладно. Мгм. Говори. Ну, просто у меня 50 на 50, потому что я здесь дарю своим зрителям, дарю своему, как сказать, народу, наверное, Зрителю. да. А там я могу исчезнуть. Вот я не Сложный знаю, выбор. сложный вопрос. Когда ты тут практически на ладони, и все тебя любят, и как можно отказаться от этого? Я тебя расшифровала. Ну, я там не исчезну, но я больше хочу дарить своим людям, чем там. Мне кажется, ты скромничаешь. Нет, я все правильно говорю. Какие люди тебя вдохновляют? Кроме балета, что есть в твоей жизни? Вдохновляют. Меня всегда вдохновляли люди такие, вот как ораторы, не знаю, уверенные. Вот такие вот люди. Потому что во мне этого нет, наверное, скорее всего. Мгм. Вечно стесняюсь, вечно закрытый. Такие люди. А кроме балета, что есть в твоей жизни? Кроме балета у меня пока ничего нету, потому что я живу этим балетом. Этот балет у меня занимает все время. Я почему у тебя спросила про то, что чтобы ты поменял, да? Потому что и в моей профессии тоже, я 20 лет в своей профессии, Ага. и когда ты очень долго в этой профессии, ты всегда ищешь новые возможности, перенять какие-то тренды, что было бы интересно, какой формат новый ввести. Да? В твоем случае просто идти по классической какой-то истории, либо же все-таки ты хочешь какие-то трансформации, потому что весь мир трансформируется. Я все-таки пока артист классического балета, академизм на первом уровне. Не знаю, я пока от этого не надоел. Но Мне это любой, нравится. но любой артист балета хочет проявить себя и Потом в в современном современном танце. балете, да, в современном танце. Но я Это еще модерн. Ты пробовал? Ты танцуешь дома? дома? Дома не танцую, я все на дома с работе. друзьями. Да. Ну, Не пробовал модерн? модерн современный пробовал, мне нравится на самом деле, но прям полностью ему, ну как бы типа современным танцем заниматься нет. И мне все-таки пока я еще как будто еще полностью не ощутил А всю мне полноту кажется, академизма. вот молодежь как раз-таки, смотрю на Зарана, да, молодежь, мне кажется, пришла бы на это, когда вы бы, артисты балета, что-то такое придумали, какой-то такой симбиоз и смешение стилей, форм, и представили, ну, допустим, тот же модерн. Ну это хорошая идея, на самом деле. Но театр все равно остается театром. Это возможно только один-два, ну как-то покажут и все. А это же все равно как показывать шедевры. Да, это шедевры, которые должны сохраняться Какой ты вне сцены? вне сцены. Это вообще такой вопрос. Это лучше, наверное, знают мои близкие друзья. Я же со стороны себя не вижу.
Но они говорят, что я открытый, я вообще на самом деле не открытый. Они говорят, ну, я подхожу своему имени, говорят, ну, типа, Сарел, светлый, такой, типа, блеск. Вот, кстати, мне очень нравится мое имя. Красивое имя. Родители хорошее имя мне дали. Спасибо. Спасибо тебе за интервью. Хочу, чтобы ты продолжал двигаться в этом же ритме и по намеченному пути. Ну и все-таки хотелось бы, чтобы вы привлекали молодежь, молодых ребят, чтобы ребята, новое поколение, которое сейчас сидит в гаджетах, приходили в театры, оперы, балеты и смотрели на вас, и чтобы ты, как яркий представитель нашего якутского балета, сделал все возможное, чтобы молодежь сказала: да, круто, якутский балет — это круто, есть у нас новые имена, и чтобы о вас тоже многие слышали. Да, как бы в узких кругах балетных, в Москве, Санкт-Петербурге вас знают и слышат, да, поскольку вы ездите на конкурсы и так далее. Но молодежь вас не знает. И хотелось бы, чтобы вы вот этот пробел и закрыли. Вообще идея очень хорошая, и мы будем делать все возможное, чтобы молодежь привлекать, чтобы они как-то приобщились к культуре и искусству. Да. И спасибо вам огромное за приглашение. Было интересно? Очень интересно.